Всем привет-привет! Мы тут решили прогуляться. Пойдем покажем вам красивые места наши. Немножко. Тут собачка лает. Вот мы идем. Все очень так красиво, хорошо. Может быть, сегодня ветер нам не будет так мешать. И мы с вами покажем вот просто ту Германию, которая она есть в глубинке, как живут обычные люди, как у них все устроено, просто какие города бывают небольшие. Посмотрите. Мы сейчас пойдем через лес, покажем, как лес себя чувствует. Ну, как там птички поют, как что. А вот тут еще хотела показать рододендрон. Какие рододендроны цветут красивые. Они везде цветут. Вот такие красивые прям. Вот тут вот такая акация расцвела. Замечательная. Красивейшая. Такая солнечная прям акация. Смотрите. Сейчас надо вот такие висюльки. Желтые, главное. У нас везде белая такая. А тут пока что только желтую видели. Какая она прям, пчелы тут ее все время летают, опыляют. Очень красиво и пахнет очень хорошо. Но белая акация пахнет гораздо сильнее. Если вдруг это не акация, поправьте меня, потому что, на мой взгляд, это она. Это пожарная часть. Мы идем в лес дальше. Только что проехал наш знакомый Марио. Он итальянец. Здесь очень много итальянцев. Потрясающие люди. Очень общительные, приятные. Хорошо знают английский. Как и мой муж. И, соответственно, по-немецки нам еще сложно общаться. А по-английски нормально. Вот. Каждый что-то знает. Все могут поговорить. И хотя бы нам есть с кем сейчас поговорить. Вот. Поэтому Марио составляет нам такую небольшую компанию в последнее время. И мы можем обменяться, спросить, как дела. Он подарил нам коробку конфет однажды тут на днях. В общем, такие все очень приятные люди. И когда мой муж ходил в магазин, Марио приехал. Говорит, если что-то у вас неподъемное, тяжелое, я вас обязательно подвезу. Ну, то есть вот такой человек очень хороший. Вот еще один рододендрон. Вообще их тут целая куча. Вот. Церквушка. Или как часовня, наверное. Вот мы, видите, тоже рододендрон. А мы идем дальше, мы пойдем в лес. Вот здесь под дубом наше вот такое вот место, столик. И мы делали расклад. Вы даже, может быть, помните, такой решетчатый столик. А вот тут такая долина. Видите? А там дальше высоковольтка. Высоковольтка. И когда видео пишешь, да, тут не слышно. А если дальше идешь вот по лесу, вот мы пойдем, ну, вам, наверное, не будет слышно. А мы прям идешь и трещит. Высоковольтные провода, и вот эта станция, ну, как не станция, это штука, вышка. Она прям так, вот, как, не знаю, такой звук, такой стрекот такой. И идешь, и так страшно встает почему-то от этого стрекота. Думаешь, ну, надеюсь, не шибанет нас сейчас всех тут. Вот. А есть люди здесь, которые живут около таких стрекочущих штук, вот этих вот. И я не знаю, как у них вот эти дома. Ну, может, они привыкли к этому стрекоту, но он такой противный стрекот. И он не громкий, но ты как будто бы идешь и не понимаешь, это дождь. Дождя нет. Что происходит, вот как бы, да, если ты не знаешь. Ну, а если знаешь, ты всегда знаешь, что это ток. И, конечно, я не думаю, что здесь есть опасность. Но этот вот такой вот, знаете, такой звук неприятный, что ты чувствуешь все равно эту опасность от тока. И как жить? Ну, вот здесь нет домов, да? А вот мы ходим в магазин, и ну, там прям дом стоит, да, Вов? Да. Около этого. А, не в магазин. По другой дороге. По другой дороге. В город через ходим. Лес, чтобы не через лес, было. Да. Вот мы сейчас через лес идем, потому что на улице очень жарко. Здесь 25 градусов, очень жарко. Завтра обещают 29.
Вот. Но мы завтра поедем еще в один другой город, да, там надо мне. И я не знаю, как мы вообще поедем, потому что, ну, очень большая жара. 30-29 вот на днях будет. А сегодня 25-26, но очень жарко. И идешь уже через лес, думаешь, как я через поле там пройду потом. Но ходить приятно через лес, очень приятно и невероятно хорошо. Идешь и радуешься жизни просто, ну, кайф. Я вообще очень люблю лес, очень люблю прогулки по лесу. И, естественно, когда мы совершаем такие пешие прогулки с мужем, это высшая радость просто. Вчера мы шли, мы здесь хотели немножко поработать. И некоторых людей я принимала прямо в лесу на лавочке. Вот смотрите, такие тайны леса это называется, да? Такие, это. И прям видели, как животное какое-то, как коричневое, что ли, как проскакало. Да. Здесь водятся косули. Может быть, косуля, да, может быть, кабанчик. Надеюсь, не волк. Вот. И понимаешь, что живность-то, она рядом. Но тут самое интересное, это ведь не лес, вот такой прям лес-лес. Буквально вот, если сюда смотреть, да, ну, буквально там, не знаю, метров несколько, 20 может. И другой город, селение там. Нет такого. Больше, где-то метров за 100, чуть больше 100 метров. 100 метров, да? Да. Ну, в общем, пройти 100 метров, что это? В общем, чуть-чуть проходишь, вот даже вот в каждую сторону есть тропинка, да? Можно туда уйти, и там будет уже населенный пункт. Это тропинки, которые вытоптали животные. Вот, слышите? Ну, вот не знаю, не слышно, наверное, в камеру. Она стрекочет, эта штука. И это не кузнечики. Она стрекочет, понимаете? Вот, ну, я бы, ну как, в поле-то ладно она стоит, как в городе, вот, конечно, вот самый крайний дом, допустим, в городе, где еще есть вот эта высоковольтная, я не могу ее выговорить. Линия, да. Вот, и у них, вот они купили там многоквартир, ну как, сколько их там, штук 8 квартир, наверное, вот так, Да, двухэтажный. Или трехэтажный. Ну, 12, наверное. И вот как они живут вот. Вот. Вот у нас. Слышите? Чувствуешь, что дождь пошел, да? Это не дождь. Вот. А так, конечно, очень красиво. Идешь вроде как приятно. Прошел. Вот. Но жить бы я не стала. Даже задешево не стала бы брать такое жилье. Это, знаете, все равно, что взять жилье, где железная дорога, аэродром. Вот раньше мы жили, у нас был дом, и самолеты перенаправили над нашим домом. Да. Вот нам весело было. Снимаешь видео и извиняешься. Простите, что пролетел самолет. Вот как бы вот так было. Вот. А сейчас, ну, нет такого, конечно, мы живем. Ну, пилорамы работают соседние там у людей просто, что вот они сейчас лето, они себе что-то, маленькие пилорамы там пилят. А так вот, чтобы шумно, нет, конечно. Не как самолеты. Но иногда здесь пролетают тоже. Все равно какие-то летательные аппараты. Клубы рядом. Ой, сколько аэроклубов. Я тогда снимала, даже в Инстаграм выкладывала. Маленькие частные самолетики. Такие вот как аэропланы, или как он называется? Двухместные. Двухместный. Летают здесь, так увлекаются люди. Так приятно это все. Интересно. Мы приехали к ресторану, смотрим, запускают, полетели. Я так порадовалась, что поснимала. Здорово прям. А по лесу идешь, вот как у нас с балкона смотришь, птички поют. И здесь постоянно птички поют. Очень люблю птичек. Вообще, в Германии очень дружелюбные люди. Ты общаешься и не понимаешь, что, допустим, к тебе бы плохо относились. Нет такого. И очень многонациональная страна. Ну, так же, как и другие страны. Сейчас все страны многонациональные, как вы понимаете. Редко какая страна может отличиться, там, ну, чтобы было мало национальностей бы жило. Вот. И здесь тоже собраны все русские, украинцы, ну, немцы, естественно, белорусы, турки, итальянцев очень много. Сербы, хорваты, югославы, болгары,
чехи, поляки. Поляков очень много. Вот. Ну, русских, украинцев очень много. Русичей, как говорят, русскоговорящих очень много. Никто же не различает, вот, кто ты, твою национальность. Кто-то будет спрашивать, что ли. Все относятся очень друг к другу хорошо. Если ты не знаешь язык, с тобой не будут кричать или ругаться. Будут стараться тебе донести информацию. Будут стараться тебе сказать в микрофон, если у тебя есть переводчик голосовой. Никто не будет там тебя гнобить из-за того, что ты не знаешь. И я считаю, что это, конечно, отличает. Вот, может быть, как-то по менталитету от некоторых других стран. Все-таки все воспитанные. В метро едешь, все воспитанные тоже. Никто тебя не шибанет, нигде не толкнет, не обругает. Все будут очень аккуратно стоять, сидеть. Вот. Ну так вот, видели пару раз панков. Интересные такие люди. У них цветные волосы смешные. Так, татуировки, там, знаете, такое все весело. У меня Максим, ребенок, увидел. Вот, говорит, на наших похоже. Нас тоже таких много. Я говорю, ну да, вот розовые, зеленые там волосы. Интересно. Вот. Ну так они некоторые ставят себе этот ирокез или как это называется. В общем, мода везде одинаковая, я так считаю. Что у нас тоже таких полно. Всяких направлений. И мы не осуждаем, мы радуемся, что они есть. Вот. Ну и никто не будет тебе говорить там, вот, ты там волосы покрасил. Такого тоже нет. Как хочешь, ходи. Что ты хочешь, делай. Телевидение вообще очень отдельная история. По ночам можно смотреть интересные шоу. Такие уже более взрослые. Днем, конечно, такого не покажут. Но днем тоже вечером сериалы есть. Вот. Шторм дер Либе, да, как он так называется? Шторм любви или как? Я начала смотреть его. Интересный сериал. Ну, мне еще далеко до тех, кто его сначала смотрел. А он идет лет, наверное, 20. Или сколько там. Это как Санта-Барбара, знаете, вот. Тоже. Ну, в общем, тут много всего такого, что можно познавать. В чем можно ковыряться, разбираться и радоваться, что ты узнаешь что-то интересное, новое для себя. Вот так могу сказать.